Черный пиар — это тоже пиар. И благодаря черному пиару мы просто распродали все билеты. Это 2 акта собственного балета. Ну, в общем, интересно. Чтобы стейдж-платформа, фестиваль, они понимали, что это эталон. Никак, я посмеялся. Я был благодарен, что на самом деле вышла вот эта вот вся история. Во-первых, черный пиар — это тоже пиар. И благодаря черному пиару мы просто распродали все билеты. Но это пошло просто на пользу, мне кажется. И сейчас об этой истории, об этой личности снимают сериалы, фильмы. И на самом деле это самая главная мысль, о чем была, это создание, про семью. Почему так произошло с Билли. Мы вот это хотим показать. То есть, чтобы каждый человек, каждый член семьи, родитель подумал о том, как он относится к своему ребенку, достаточно ли внимания он уделяет, правильно ли отец ведет со своим сыном или с дочерью себя. Самое главное вот это. Поэтому глобальная цель-то вот это была. Ее исковеркали, потому что, наверное, увидели в нашей афише женский облик в моем образе, но это немножко не то. Кто-то скинул фейковый сценарий, и это тоже, знаете, для нас было не новостью, потому что если такое делать, значит, реально хотят быть на премьере. Мы встревожены тем, что мы не можем поверить, что это 2 акта собственного балета, тогда, когда вся команда работает просто кровь из носа, чтобы это все случилось. Были привезены декорации, сделаны просто с нуля в Москве. У нас был день репетиции для световой репетиции, мы сделали свет полностью, делали новые проекции, до сих пор создаем какие-то проекции, то есть мы до сих пор еще в работе, то есть у нас осталось, можно сказать, незаконченных дел ровно 15%, чтобы все было готово. Вот, поэтому много-много работы, но мы встревожены тем и такое, наверное, доброе встревоживание такое, вот так скажем. Второй акт — это, можно сказать, история о том, как он не понимает, что произошло у него после первого акта. Он не помнит, что произошло. Он просыпается в психиатрической больнице, и он не помнит, почему он там оказался. И он практически уверен, что он уже без личностей. Он практически в это уверен. Но не тут-то было. Личности все равно оказываются там. Он их видит, он с ними общается. Они безумно соскучились по нему. Но приходит доктор, который готов его вылечить. И во втором акте мы увидим, каким способом и как он будет лечиться. И вылечится ли он, самое главное. Новый у нас участвует Аманда Гомес в этом балете. У нас участвует Олеся Пичугина в этом балете. У нас участвует Дина Андронова, наша солистка. Солисты с первой премьеры Станиславского Немировича Даченко, они все-таки приехали и участвуют в этой премьере в первый день. Что еще? Есть еще один персонаж, Анастасия Власова. В общем, интересно. Они не мыслят в пределах рамок, они приучены быть в рамках, это немножко другое. То есть они всегда видели балет. Они никогда не видели современную хореографию, кроме как когда приезжал там Дортмунд балет к нам, еще кто-то. Естественно, для них это что-то новое. Если театр Эйфмана, он делает немножко неоклассику, это для них уже что-то за рамки выходящее, поэтому они воспринимают это безумно классно. И неспроста я выбрал Олега Габышева, потому что наша публика реально воспринимает такую хореографию на данный момент. И мы шаг за шагом выстраиваем понимание зрителя, чтобы они принимали современную хореографию, новую современную хореографию. Поэтому шаг за шагом мы делаем это более осмысленно, увеличиваем темпы, увеличиваем интенсивность вот этого развития современной хореографии, но все планомерно. Нельзя резко давать, потому что если бы я резко пригласил, допустим, Володю Варнаву или Илья Живого, который сейчас в Европе, или, допустим, какого-нибудь еще зарубежного хореографа, то они бы создали бы проект, но никто бы его не понял,
мы сказали бы, очередное просто телодвижение на сцене под музыку. А тут нет, тут была у меня задача другая. Все грамотно выстроить, чтобы стейдж-платформа, фестиваль, они понимали, что это эталон. Это эталон того, как надо выстраивать, грамотно, уходить с прагматизма до главного, так скажем, события современной хореографии. Вот, наверное, вот это. Вначале была идея сделать моноспектакль на одного человека, да? Потом мы создали вообще второй акт для начала. Потом мы поняли, что нет, надо добавлять персонажей, и сделали новый первый акт. И то есть можно сказать, что у нас второй акт был готов. Осталось только добавить, интегрировать туда наших персонажей. Вот и все. И вот так история началась. И больше всего потом меня зацепила сама трагедия этого человека, этого персонажа, что он реально был не подвластен над своей личностью. Вот это меня убило. И его отношения, его отчима, да, с матерью, то есть вот это все меня тоже сподвигло к тому, чтобы это интерпретировать в балете и показать очень деликатно, но в то же время дать человеку задуматься о том, что он делает в своей семье. Вот это. Вот эти факторы меня просто, так скажем, заинтриговали, чтобы это реализовать. Если вспоминать то, как мы начинали, то это большая работа, да? Мы очень много сделали. Если мы начинали с Дома актера, с парков, с open-air площадок и дошли до театра оперы и балета при поддержке, естественно, Рауфа Альцебировича Мухамедзянова, директора, и Ирада Хафизяна Аюпова, министра культуры, которая поверила в наш проект, то можно сказать, что мы сделали колоссальную работу. Да, гала-концерты очень круто, я очень рад, что я приглашал и до сих пор могу пригласить любого артиста, который готов станцевать современную хореографию у нас, будь то из Европы, если разрешат, будь то нет. Но спектакль — это то, что я хотел создать на самом деле, то, что мы хотели сделать реально. Вот это самая главная и масштабная цель — создания спектакля, и причем такого спектакля, на таком уровне, с такими профессионалами, в таком масштабе. Естественно, это все примерно как камерная история, но она создает киноэффект, кинобалет, который, дай бог, всем понравится. Честно, вообще не знал эту фигуру. Узнал только тогда, когда услышал, что будет делаться балет у монахи. И после этого, естественно, ты поднимаешь какие-то материалы, смотришь. Но у меня есть определенный момент подготовки к этой роли, потому что когда балет ставился, у меня был репертуар. И мне физически было сложно посещать просто постановочные репетиции. И можно сказать, что я их не посещал практически. Наверное, 20% из 100% я посещал эти репетиции. Но я сказал, что в сентябре, когда я вернусь в сезон, то есть я за лето посмотрю все, что мне надо, и подготовлюсь к этой партии. Но хореограф уже выбрал себе персонажей, которые он будет выпускать на премьеру. Он выбрал других артистов, хотя я до последнего ждал, когда я выйду или нет. То есть я терпел в ожидании, меня никто не говорил, буду я танцевать или нет. И я только в сентябре, сейчас скажу, за 3 дня до премьеры узнал, что я буду только в ноябре. И я весь в этом состоянии, потому что хореографу, наверное, так было лучше, когда он ставил на одного человека, и вот когда он поставил это все, ему было легче выпустить на того человека, с кем он работал, с кем он больше работал. Но он выпустил, ко мне претензий вообще нету. Да, я не посещал репетиции, все хорошо. В сентябре я все полностью посещал, все выучил, все подготовил. Выпустили других, не вопрос вообще. Станцую в ноябре. Если дадут, пожалуйста, подготовлю, сделаю. Сейчас мы подготавливаем потихонечку это все. Все идет своим чередом. Немножко интерпретирую под себя этого персонажа, и все. Да, когда был процесс подготовки, это же все было наложено одно на другое. У нас идет репертуар, очень много спектаклей. Байдерка, Дон Кихот, Капелия, там еще что-то. Плюс я уже 2 года танцую с травмой, и надо постоянно следить за коленом. Плюс сейчас новая история, вот у меня скоро личности Миллигана, а у меня воспаление ягодичной мышцы. И я сейчас восстанавливаюсь, чтобы выйти на сцену 5-6 числа. Отказался от Жизели 2 ноября, чтобы выйти на сцену 5-6. Поэтому
тело у нас такое, что надо максимально прислушиваться. И в тот момент я прислушался к телу, но и тогда не вышел на премьеру, потому что вот хореограф чувствовал, что надо дать другому. Вот я же говорю, не вопрос, все нормально, станцую в ноябре, а сейчас самое главное здоровье, вот восстанавливаться и выйти все-таки на сцену, потому что замены здесь нету, это наш проект, и надо максимально все сделать, поэтому с утра я езжу на лечение, вот я только с лечения приехал, потому что здесь современного, к сожалению, ничего нету, здесь есть классическое и более интегрировано под стиль полубенцев, все, но не современный балет, это точно. Современного балета здесь нет. Здесь есть просто движение, которое, так скажем, его ассистент, она более современная. Его ассистент, она микшировала его хореографию с какими-то интересными переходами. Назовем это неоклассичные переходы, назовем это так. Но это все-таки ближе к классике. Нет, вообще нет. Нормально, здесь все хорошо, почему нет? Мы танцуем от музыки, а там такая классная китаянка играла, это вообще круто. Она еще так играла очень талантливо. Это же прям, это очень красиво. Это очень красиво, я думаю, что, все в плане хореографии, каких-то массовых сцен, все получилось замечательно.